Знаменитые мастера из этого селения построили многочисленные боевые, полубоевые и жилые башни, склепы, храмы, святилища в горной зоне не только Ингушетии, но и соседней Грузии и Северной Осетии. Только мастерами Баркинхоевыми в горной зоне Ингушетии воздвигнуты 16 боевых башен, наиболее сложных в строительном исполнении. Перед вами средневековый башенный аул Лялах, где проживали многочисленные ингусские фамилии. «Известь готова», — сказал Янт, — «пора приняться за дело». И все ожило вокруг него, запенилось и зашипело. Крутился ворот от натуги скрипя, струной напрягался канат. Камни ложились один за другим, вздымался зарядом ряд. Так Янт работал, кипел и пел, яростью труда лют. И казалось, что известь и камни гордые с собой поют. Верные мастеру и себе, что нам времени бег. Мы будем служить тебе, любящий родину человек. Соединенные волей одной на долгие-долгие годы, мы станем незыблемою стеной и нерушимым сводом. Здесь будут дети твои и жена, сестры твои и братья, и наша каменная тишина будет оберегать их. Пусть бегут и бегут года, а башню они разобьются. Ты помни одно — уходит вода, камни остаются. Ты помни одно — уходит вода, камни остаются. ديدر زيدر يالي صواج معي الله ديدر زيد خالي ما خطقيتك يا دغدي الخشدر يالي صواج معي الله دغدي الخش خالي كيدر يجلو تصدى يقوتي بريالي صواج معي الله يقوتي تخاليت دشون يقبل أبا اسمي الله حما أشين عديتش صداغش معي رسدي زكارني اسمي الله حما أشين عديتش صداغش معي رأس بيذكرني Ребенок говорит из колыбели, глазами и улыбкой. Не спеши, не надрывай ты сердца и души, пожившему уже спешить тебе ли? Тебя не красит суетность твоя, хоть многое увидел ты на свете, перед слепящей тайной бытия все люди точно маленькие дети. И сколько бы опять ты не стремился к ощущениям новым, долг сердца не увидеть, но познать, быть к обретению истины готовым. Вот так, всей детской мудростью души, ребенок говорит из колыбели. Светла его улыбка, не спеши, взгляни, как небеса заголубели,
Взгляни, на небе вовсе нету туч, и птицы распевают так беспечно. Жизнь коротка, но мысль длинна, как луч, и значит, наше время бесконечно. И бесконечно тайна бытия, сливаться с ней — такое наслаждение. Умей осмыслить каждое мгновение, тебя не красит суетность твоя. Что поделать с думами, золотыми пчелами, иногда угрюмыми, иногда веселыми, и порой мне плачется, и порой хохочется, пчелы в ульи прячутся, а моим не хочется. Что поделать с думами, где найти спасение? Поскорее бы дунули ветерки весенние, чтобы солнце пламенно на вопрос ответило, чтобы ласка мамина вновь меня приветила. Вот и зерна звездные отразила лужица, надо мной лишь разные думы роем кружатся. Где ты, дива дивная, где ты, ласка мамина? На виски с сединами думы давят каменно. Долго ли мне маяться думами нездешними? Вишни обнимаются с ветерками вешними. Думы в белой замети, думы посиделые. Сами вы не знаете, что со мною сделали. Мы находимся в оригинальной поминальной камере уникального наземного склепа башенного поселения Мяшку. Здесь на протяжении многих веков старейшины этой известной фамилии собирались, решали злободневные вопросы жизни именно данного конкретного башенного поселения. У ингушей есть выражение: человеку при жизни нужна башня, после смерти склеп. И здесь в данном случае интересен следующий факт. Внизу находятся усопшие многих поколений, сотни их находятся. Среди них были легендарные личности, и военачальники, и жрецы, и знатоки обычного права, медицины.